прямом эфире на телеканале Архыз-24. В эфире радиостанции КЧР-ФМ, радиоканал 104,5 FM, программа «Студия ФМ». И это разговор в прямом эфире. Капризы погоды вносят коррективы и в нашу работу. Немножечко с опозданием сегодня начинаем эфир, но тем не менее эфир все-таки случился. Я хочу поблагодарить нашу гостью, что несмотря на жуткие погодные условия, на то, что Черкесск стал в пробках, она все-таки добралась к нам в студию и будет радовать нас сегодня своим творчеством. Итак, у нас в гостях заслуженная артистка Карачаево-Черкесской республики Аминат Напшева. Здравствуйте. Доброго дня. Меня зовут Анна Лохвицкая, помогает мне сегодня с эфиром, как всегда, Евгений Бушмин. Здравствуйте, Женя. Ну и режиссер телетрансляции Асият Мамаева. Напомню о том, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что каждый зритель, слушатель может стать также соучастником нашей беседы. Звоните, задавайте вопросы нашей гости. Номер телефона в эфирной студии 8 800 775 03 24. Звонки бесплатные для абонентов мобильных сетей и стационарных телефонов. Звоните, все бесплатно, задавайте вопросы. Можно звонить из любой точки страны. Никаких денег за звонок на этот номер не будет списано с вашего счета. И еще ждем ваши сообщения в социальных сетях. Ищите группу телеканала Архыз-24. Под последним анонсом на программу «Студия ФМ» оставляйте свои вопросы. Все, почитаем. Аминат, здравствуйте еще раз. Немножечко отдышались. Ну, вроде бы. На улице ужасная погода, ветер жуткий, но у нас очень теплая атмосфера. Надеюсь, что вы сегодня своим творчеством сделаете ее еще более приятной и теплой. Тема для встречи у нас очень интересная. Аминат, у вас планируется первый сольный концерт. Он состоится совсем скоро. Расскажите нам. Добрый день, дорогие зрители, добрый день, Аня, еще раз. Но для любого артиста сольный концерт – это, наверное, огромный труд, это такое зеркало души, сердца, разума, зеркало твоего творчества, жизненного пути, который ты прошел на данный момент, поэтому это очень важное событие для меня, в частности, для тех, кто рядом со мной работает над этим проектом. Работаем мы над этим проектом с февраля месяца нынешнего года. Работа колоссальная. Конечно, с удовольствием хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Обещаю, что программа будет очень интересная, душевная, немного не похожа на все то, что творится сейчас у нас на эстраде. Поэтому, я думаю, зрителю скучно не будет. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Концерт состоится уже совсем скоро, 25 ноября. Площадка, конечно же, центральная, республиканская, это драматический театр. 25 ноября, начало в 19 часов. Ну, а теперь немножечко о вас. Хотим узнать, познакомить наших зрителей, слушателей, тех, кто еще не слышал вашего имени, никогда не сталкивался с вашим творчеством, с вами. Аминат, вы себя позиционируете больше как вокалистка или все-таки гармонистка? Это, наверное, никак не разделимо, потому что это одно целое, это целостно, потому что я не представляю себя без гармошки, просто петь, и петь без гармошки, и гармошку без пения. Реально, это одно целое, это совокупность, мне кажется, одно без другого вообще не имеет смысла. Но петь вы начали все равно раньше, наверняка. Честно, не могу вам сказать, во сколько я начала петь. Об этом, наверное, знают только мои родители. А играть на гармошке я начала, мне было 7 лет. 7 лет. Как это случилось? Как случилось ваше знакомство с инструментом? Вообще, у меня очень творческая семья, особенно линия моей мамы. У меня был замечательный дедушка, который писал стихи, играл на огромном количестве инструментов, включая струнные и духовые. Мои тети, дяди, все весьма музыкальные, весьма творческие люди. Естественно, когда ты растешь в этой среде, ты набираешься, наполняешься, ты становишься таким, как те, кто тебя окружают. Моя мама в молодости играла немножко на музыкальном инструменте, но семейная жизнь, естественно, творит свои законы, и мама как-то забросила. Но мои неугомонные родственники решили, что маме инструмент нужен, и впервые у нас в доме появился инструмент, когда мне было где-то годика 4, наверное. Вот это была Казань, естественно, не такой роскошный инструмент, но по тем временам это был достойный инструмент. Он хранился в избранном месте, естественно, был недосягаем для нас. Первый раз мне его доверили, наверное, тогда, когда я решила прийти в кружок гармонисток, который вела замечательная гармонистка
Мираль Доходжева. Это Вот. где? Это было в ауле Инжичукун. На то время у нас был красивый, замечательный дворец культуры, который до сих пор действует. Могу с гордостью это сказать. И на базе этого дома культуры действовал вот этот кружок молодых гармонистов. Вы в 4 года решили в него отправиться? Нет, я отправилась туда в 7 лет. 7 лет. Да. В 7 лет. Скажите, вот вы сказали про избранное место. Все-таки инструмент это была большая ценность в вашей семье. Где хранили родители инструмент? Это был сундук, это Конечно, нет. родительская комната. Это вообще в каждом доме кавказском всегда была отдельная комната, так называемая кунацкая. Комната более закрытая, нарядная, украшенная. Для гостей. Для гостей комната. Вот в этой комнате хранился инструмент. Он был на крышке сундука большого, который стоял на то время в нашем доме. Вот. И мы, во-первых, в комнату недосягаемо было лишний раз зайти, а инструмент тем паче. Ну, всегда очень хотелось, и интерес все-таки не пропал. Вы решили прийти в кружок, да? Ваши первые эмоции, если помните. Инструмент большой, на первый взгляд, ну, наверное, такой сложный, да, вот и клавиш много, и вообще крупный инструмент. Не было и какого-то страха? Ну, страха нет, наверное, было тяготение и огромное желание, потому что, во-первых, это доставляло огромное удовольствие слушать, как твои тети играют, поют, как музыка сближает, люди становятся добрыми, эмоции детские, все равно ты воспринимаешь все как есть. Люди счастливыми становятся, когда слушают музыку. Всегда хотелось это ощущать. А потом уже, когда ты становишься повзрослее, ты понимаешь, что ты имеешь огромную возможность дарить это. Не просто чувствовать самому, а дарить чувство счастья. Поэтому к этому приходишь, если в крови есть это одно, ты это видишь на глазах. То есть ты такой, как твои родные, как те, с кем ты живешь и растешь. Что пели в вашем доме? О, очень много душевных, старинных абазинских песен. У меня тети обладают замечательными голосами, спевшиеся, у нас семья вся поющая. Поэтому на слуху были те песни, которые сейчас, к сожалению, уходят почему-то на нет. Душевность и песни, которые именно ласкают душу, они стали не настолько актуальными, к большому сожалению, но я все-таки стараюсь стремиться к этому и все-таки пробуждать в людях душу. Не эмоции, веселье, не разум, а именно цеплять душу стараюсь. А можете нам что-нибудь сыграть из того, что вы слышали в раннем детстве? Ну, конечно. Давайте попробуем. Хорошо, что это будет? Так, из старых абазинских песен я очень сильно люблю несколько вещей. Одна вещь написана моим дедушкой, она неизменно звучит в нашем репертуаре, где бы мы ни были. Но сейчас я хочу спеть песню, которую я когда-то выучила у своего замечательного педагога Мухарби Агачева. Мы сегодня с ним встречались, беседовали на какие темы. Вообще, иметь хорошего учителя – это, наверное, дар Божий, потому что я до сих пор, до сегодняшнего дня, любые свои большие шаги, связанные с творчеством, я обязательно соглашаюсь с ним. То есть обязательно. Поэтому хотелось бы спеть вот эту песенку, которая мне очень сильно нравится. Она такая шуточная, веселая, для тех, кто не понимает, что это. Таурам колласыннам райси, сджерабыз бушма хаснапши, сджерабыз бушма хаснапшуам цара, бабгашла савси дизулява. Сджерабыз бушма хаснапшуамца, сычаша кылпа пшайск нарцы, сычаша кылпа шаштарвам цара, бабгашла савси дизулява. Сараса цапала шайшурамхи, сараса знева байпанхи, барабыз бушама хаснапшуам цара, бабгашса заи дизулява. سجاي خشم بجستخخم الراس سفيتا سجوك الخير
свит тас теплых таги, бабгаш сазаих и дизулява, бабгаш сазаих и дизулява. Про Зулю песня. Да, песня весьма неординарная, она не стандартная, наверное, для наших народов кавказских, но песня о любви к девушке, которая, что бы она ни делала, привлекает себя к своим воротам. То есть, это очень интересно. Ну что ж, напомню, что у нас в гостях заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики Аминат Напшева, и мы продолжаем нашу беседу. Вот таких песен сейчас практически не поют, вы сказали. Да, к сожалению, эти и песни на свадьбах, уходят. и на праздниках, к сожалению, такие песни с таким смыслом и с таким, как бы сказать, которые цепляют именно душу и несут какое-то развитие в себе, они уже, любая песня вообще-то маленькая история, наверное. Вот таких песен, к сожалению, стало очень мало. Но, скорее всего, эта песня была написана на основе реальных событий, есть какой-то реальный прототип, я думаю, скорее да. всего. Вот раньше такие песни Да. писали. Ну что ж, мы остановились на моменте вашего знакомства первого, в ключе обучения, да, вы пошли в кружок, в районный, в сельский дом культуры. Да, это был сельский дом культуры. Да. Как много детей занималось вместе с вами? И наверняка это в основном девочки все-таки, да? Но в то время, наверное, это было гораздо актуальнее, чем сейчас. Быть в культуре было не так, как сейчас. То есть сейчас профессия должна быть престижной, чтобы она привлекла молодого человека, студента, я не знаю. Человек должен найти для себя престиж. В то время мы, по крайней мере, выбирали то, что нам нравилось. Меня никто не ограничивал в выборе профессии, никогда не было разговоров, что это нельзя, это не престижно, это нужно, это не нужно. То есть мои родители поддержали, помогли, привели за ручку, посадили. То есть, это было вот так вот. Да, конечно, девочек было очень много, но, к большому сожалению, из тех, кто со мной тогда ходил на кружок, никто дальше не развивался. Как правило, повзрослев, девчонки выбирают другие профессии, выходят замуж, часто становятся домохозяйками и выбирают, немножечко другое направление. Очень хорошо, что вы остались все-таки в профессии. Расскажите, не тянуло куда-нибудь, судьба не предлагала какие-то другие выборы и другие пути? Когда человек занимается делом, которое очень сильно любит, и которое привлекает, и которое с душой, ты делаешь это, мне кажется, что все остальное ты просто не видишь. Ты идешь по этой колее, ты стараешься находить что-то новое, где-то что-то урвать, где-то что-то выучить. Просто ни на что другое у меня, наверное, времени и не было, по большому счету. Вы глубоко увлеченный человек. А помните свое первое выступление, концертное, перед публикой? Конечно, помню. Такое никогда и никто, наверное, не забывает. Это был смотр «Художественная самодеятельность». Был у нас замечательнейший педагог Кумуков Магомед Магометович, ныне в здравии, замечательнейший человек. Он был преподавателем музыки у нас в школе. Нам с этим тоже повезло. То есть это тоже везение на то время. Человек, играющий качественно, грамотно, на баяне, имеющий хорошее образование, замечательнейший голос, артист сам по себе. Он был учителем пения у нас. И поэтому, когда мы занимались на уроках пения, он, естественно, выбирал детей, которые более или менее что-то умеют. И, наверное, он был первый, который все-таки что-то заметил во мне. И вышла я на сцену со школьным хором на республиканском смотре «Художественная самодеятельность». Мы были в галстучках. Я прекрасно помню школьные формы с фарточками, с бантиками. Но это были незабываемые эмоции, те самые эмоции, которые сподвигли меня дальше этим заниматься. С этого момента я четко для себя осознавала, что я хочу это делать всю жизнь. Говорят, что выступление на сцене перед народом, да, это своеобразный такой, наркотик, да, скажем так, в хорошем понимании этого слова. То есть первую свою дозу адреналина сценического вы получили еще в школьные годы и остались зависимы в хорошем смысле от этого на долгие-долгие годы. Что касается профессионального образования постшкольного, да, было ли обучение в музыкальном училище, институте культуры? Да, музыкальное училище, но мое образование, я актер по образованию. Актерское? Да, актерское образование. Набиралась студия «Шарпны», «Рассвет». И я попала в эту студию к замечательному педагогу Гожеву Абрекзаурпатовичу.
Ну, это был человек, который вложил все, что мог вложить, отдал все, что мог отдать, и вырастил студию, на базе которой далее был создан Государственный Абазинский театр. Вы не актерствуете? Иногда бывает по работе где-то на каких-то утренниках, но это по мелочи. У меня даже есть небольшая награда, как лучшая женская роль народные театры Карачаево-Черкесской Республики, но в данный момент я больше, наверное, занимаюсь все-таки певческим творчеством, чем театральным. Знаете, как поживают ваши коллеги, да, в Абазинском театре? И если я не ошибаюсь, в этом году именно Абазинский театр выиграл грант главы Карачаево-Черкесской Республики. 500 тысяч рублей, вот такая сумма гранта ежегодно присуждается одному из театров нашей республики. Первый раз молодой Абазинский театр стал обладателем гранта. Как обстоят дела? Может быть, ставится уже спектакль? Очень тесно, очень тепло, дружественно. Я очень часто бываю в этом коллективе. В моем концерте они будут активнейше участвовать, отыгрыши разных песен, постановки. Поэтому не сотрудничать нам ни в коем случае нельзя. При любых обстоятельствах нам надо находить общий язык, дружить. Сейчас театр готовит очень эпический спектакль, замечательнейший. Мы с огромным нетерпением ждем его выхода на сцену. Это будет 1 декабря. 1 декабря премьера у Абазинского театра, а 25 ноября ваш первый большой сольный концерт. Волнуетесь? Даже трудно сказать. Не то чтобы волнуешься. Ты идешь к этому, ты стремишься. Очень много дел, с которыми надо разобраться. Очень много ситуаций, из которых надо выйти. Все надо привести в норму. Поэтому просто сидеть и волноваться времени нет. Времени нет. Много организационных моментов, насколько я понимаю. Вот наши звезды местные, кавказские, не имеют все-таки таких возможностей, как, может быть, в Москве и так далее. Нет концертного директора, нет компании большой помощников. Или все-таки есть люди, которые стоят рядом с вами, плечом к плечу, идут вперед? Я не знаю, насколько есть ли профессиональные такие центры, которые помогают с организацией таких мероприятий. В моем случае я насчет режиссуры обратилась к Эльдару Агачеву, насчет аппаратуры обратилась к Каплану. То есть у меня есть команда тех людей, которых я знаю на протяжении многих лет в связи со своей работой. И люди, которые с огромным удовольствием откликаются, с каждым из них мне легко и удобно работать. Поэтому это своя команда, не столько профессионалов каких-то я там наняла, а именно команда, с которой я живу, работаю по жизни, поэтому проблем с этим в республике нет. Здесь мы все друг друга знаем, друг друга поддерживаем. То есть есть ребята профессиональные, которые готовы делать концерты, хорошие выступления на качественном, отличном уровне. Конечно. Совсем недавно состоялся очень интересный концерт знаковый, который проходил также в драматическом театре. Этот концерт завершал неделю абазинской культуры, да, то есть это была декада, и, насколько я понимаю, концерт состоял целиком и полностью из песен прошлых лет в современной обработке. Вы были на сцене, вы участвовали в этом концерте, расскажите нам подробнее, что это было за действо. На протяжении 6 лет уже организация Алашара занимается концертной деятельностью вот такого плана. До этого они писали новые песни, новые артисты. В этом году была очень интересная идея, наилучшая идея, наверное, из всех тех, что были в течение этих лет, потому что в этом году прозвучали песни, которые по-настоящему написаны для души. Человек не сел разумом и не написал эти стихи. Те песни, которые звучали, были написаны порывом души человеческой. Поэтому я охотно хочу верить, что эти песни будут жить в народе. Естественно, новые аранжировки, новая музыка, новые инструменты, новые голоса – это новый вздох для этих песен. Любой культуре, мне кажется, этот вздох необходим. Поэтому это очень серьезный проект. Для нас он действительно значимый, как вы сказали. Поэтому будем надеяться на то, что они не вспыхнут и погаснут, а будут жить в народе. Что это за песни? Это песни на абазинском языке? Все песни на абазинском языке, они из генофонда радиокомитета, то есть это фонд, культурный фонд, который принадлежит всему народу.
То есть старые записи поднимались, отслушивались, восстанавливались, переигрывались, создавались заново фонограммы. Что за песню пели вы, расскажите? Первая песня вообще и открытие концерта песня была такая эпическая. «Саба Кына» называется на абазинском языке, «Мой отец Кына». То есть это песня «Плач девушки Минат», которую лживо выманивают из дома и выдают замуж за нелюбимого в другой аул. Вообще по историческим данным рассказывают, что девушка Минат в день свадьбы рассказала свою историю некому старику, который в этот момент оказался поблизости. На фоне ее боли, на фоне ее страданий игралась свадьба. Тот род, который женился, естественно, не внимает ни ее слезам, ни ее боли. Они праздновали праздник, но ее боль полностью отражена в этом тексте. Она очень интересная, удивительная. В те времена, наверное, это было в порядке вещей, но не каждая, наверное, девушка пела бы о своей боли. Поэтому это такая эпическая песня. И, естественно, я для себя в один момент подумала и решила, что о родине спеть надо. О родине мы поем, о Кавказе, о России, развернуто. Но за все время моего творчества как-то мне и не приходилось, и как-то не сталкивалась я с такой ситуацией, когда мне хотелось бы спеть о своей малой родине. И мы выбрали песню на музыку Мухарби Агачева, на слова Амина Кмышева о родине. Что хотите нам продемонстрировать? Так, что бы такое? Давайте что-нибудь из русского. Из русского. Я думала, что-то вот из того, что вы пели на концерте, нет? Нет, из того, что мы пели на концерте, наверное, нет, потому что мы все это хотим перепеть и на сольном концерте, поэтому... Не будем открывать все карты, это новинка в вашем творческом багаже. Они спеты по одному разу вот на этом концерте, и на втором концерте они попадут в презентацию, естественно, поэтому... В общем, должна остаться такая изюминка, то сейчас все сыграем, споем, и народ на сольный концерт не придет. Поэтому... Из русских народных песен я очень сильно люблю «Катюшу». На протяжении это вообще песня, которую поют все народы. На любых праздниках, на любых свадьбах, где бы, за каким бы застольем мы ни сидели, я не видела людей, которые бы не загорались глаза и которые бы не подхватывали, да и хотя бы один куплет не пели бы. Поэтому давайте споем «Катюшу». Пусть еще не 9 мая, но мне кажется, что такие песни, они должны звучать всегда. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он на землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой, на высокий берег, на крутой, на высокий берег, на крутой.
Это была Катюша в исполнении заслуженной артистки Карачаево-Черкесской Республики Аминат Напшевой. Ну, если человек артист, то это сразу видно и слышно. Не знаю, как зрители и слушатели, мне хотелось подпевать, танцевать. К сожалению, размеры студии не позволяют танцевать, а петь вот не дано. К сожалению, не дано. Но, знаете, есть люди, которые это могут делать качественно. И сегодня вот такой замечательный человек у нас в студии. Аминат Напшева. Еще вот такой вопрос. Вам доводилось выступать на очень больших сценах, на крупнейших сценах нашей страны. В прошлом году проходил 5-й Московский фестиваль культуры народов Кавказа. Площадкой стала ГЦКЗ «Россия», Москва, один из крупнейших залов страны. Расскажите об этом опыте. Есть ли какая-то вот разница выступать в маленьком сельском клубе или на крупнейшей площадке страны? Ну, начиная с того, что начиная от технического обслуживания, все это на другом уровне. Это как на другой планете. Даже в сравнении с тем, что происходит у нас в республике, даже когда самые большие крупные мероприятия, все равно такого количества зрителей, к сожалению, у нас не собирается еще. Ну и в сравнении с Москвой наша республика гораздо меньше, конечно. Это колоссальнейший опыт. На таких сценах ты понимаешь, чего ты стоишь на самом деле, на что ты способен и что ты можешь дать, когда стоишь на этой сцене, и насколько ты реален как артист. То есть это ни с чем не сравнимое богатство, которое ты потом несешь по жизни, и каждый раз из этого опыта учишься заново. Поэтому... Вы попали на вот этот большой интересный концерт, я напомню, Московский фестиваль культуры народов Кавказа по приглашению диаспоры, абазинской диаспоры, московской, насколько я понимаю. Да, это московская диаспора. Они, как и все остальные диаспоры, представители Кавказа, живущие в Москве, участвовали в этом фестивале. И могли предложить своего артиста. Выбрали вас. Скажите, как выбирали номер, с которым вы выступали перед большой многонациональной публикой российской? Так, до этого где-то за месяца 3, я сейчас дату не смогу вспомнить, мы были приглашены на телепередачу «Вечерняя Москва» на прямом эфире о истории, традиции, обычаях абазинского народа. То есть ведется передача, которая раскрывает все традиции, обычаи кавказских народов для народов Москвы и России. То есть это очень хорошая тема. Люди начинают понимать, что мы такие же люди, дружелюбные, открытые, поем, играем, готовим. То есть, это такой знак дружбы, протянутая рука. Мы были приглашены на эту передачу. В этой передаче мы спели в прямом эфире эту песню. И почему-то они решили, что эту песню надо включить и в этот фестиваль. Вот так попала эта песня в фестиваль. Что за песня? Песня о Красном Востоке была. Кто автор? Я точно знаю, что музыка принадлежит Мухарби Шереметову, а стихи я даже не вспомню, по-моему, Физиков Шахамби, если я что-то могу вспомнить. Очень надеюсь, что я не ошиблась. О чем эта песня? Песня о Красном Востоке, о ее жителях, о открытости, о красоте природы, в общем, об абазинах. А можем мы сейчас услышать отрывок? Конечно. С удовольствием. İraşa tsirita, irgula bezita, aşka kıtpa, irılapska, zandas guana, sasabita, yaska svida. 「
Сацала гисырзу, спызгата ялу, Бзиз бавазым рату соскы, Бзиз бавазым рату соскы. Что-нибудь в этой песне есть о известнейших на всю республику, во всяком случае, отчаянных красновосточных женихах? Говорят, что если уж понравилась ему девушка, то украдет и не отпустит, и будет его женой. Ну, я думаю, что все кавказские мужчины отличаются этой чертой. Не могу сказать, что прям красновосточные, Ну, они хоть от такие, легенды, другие, правда. абазины не такие, не думаю. Не хочу никого обижать, потому что на Кавказе все-таки культ мужчины есть, и мужественность, она все-таки один из самых высоких приоритетов у нас, и мы этим должны по праву гордиться. Хочется узнать о абазинской эстраде в целом, да. Как вы считаете, вот я, наблюдая со стороны, могу сказать, что сейчас абазинская эстрада, безусловно, на подъеме. Большое количество новых имен, серьезных исполнителей, с красивейшими голосами. Как вы оцениваете состояние современной абазинской эстрады? Но по сравнению со всем, что происходило буквально 5-6 лет тому назад, сейчас очень хорошо. Ребята молодые, ребята перспективные, ребята светлые, все они заинтересованы, горят душой. И самое главное, что они все заинтересованы в том, чтобы было именно образованное такое. Не просто, что ты умеешь петь и пришел, спел, а именно все образованные, все. Это очень хорошо. У нас подъем прям яркий и самый раз. Поговорим о состоянии современной абазинской эстрады через несколько минут, пока у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас слышать. Задавайте вопрос. Меня зовут Ксения. Я хотела бы выразить симпатию свою личную Аминат и, наверное, благодарность за творчество, за жизнелюбие, позитив, который она передает в своих музыкальных произведениях. Очень-очень рада видеть и слышать Спасибо сегодня огромное. ее здесь. Спасибо. Спасибо. Может быть, будут пожелания по дальнейшему музыкальному наполнению нашего эфира? Да, обязательно нужно добавить. И хочу, конечно же, пожелать здоровья крепкого и чтобы продолжали нас радовать своими песнями. Огромное спасибо. Спасибо. Когда тебе люди благодарны, ты хочешь не просто делать что-то, а делать в 10, в 1000 раз лучше, чем делаешь до сих пор. Это многого значит. Огромное спасибо вам. Ну что ж, Аминат Напшева, заслуженная артистка Карачаево-Черкесской республики, у нас в гостях. Номер телефона в студии 8 800 775 03 24. Говорим о подъеме абазинской эстрады. Что все-таки стало толчком? Наверное, вот эти отборочные конкурсы, новые песни Абазашты, ну, в разные годы Это меняется, да? То есть вот что? огромнейший фундамент, на основании которого мы сейчас строим новую крепость. Вот этот конкурс, когда он начинался в школах, в сельских домах культуры, среди простых людей. Он дал возможность открыть множество молодых талантов, которые сейчас получают образование или уже получили образование, которые заняли свои ниши, которые начали петь грамотно. Ну, это очень серьезно. И благодаря, наверное, все-таки стараниям Икзекова Мусы Хабалевича, и первый проект был в руках у Тлячева Альберта, огромнейшая признательность людям, которые делают, и не просто делают, а делают так, что после этого появляются те самые последствия, которые нас сейчас очень серьезно радуют. Ну, большое количество и заслуженных артистов республики, артистов, о которых узнала вся страна. Возьмем хотя бы вот Александра Гума, да? Да, блестящее выступление в федеральных музыкальных Да. проектах, выход финала песенного конкурса на телеканале «Звезда». Что еще можно сказать? Беслан Межаев, опять же, Да. его песня, которую с радостью исполняет Дмитрий Колдун, тоже талантливейший парень. Ачар Меримкулов, тоже прям яркий парень-самородок. Вы, когда выступаете вот в таких сборных концертах, наверняка из-за кулис подглядываете за своими коллегами, кто вам наиболее симпатичен. Я со всеми этими ребятами непосредственно дружу, и помимо того, что в них есть дар петь, я в них еще ценю человеческие качества. Я к ним отношусь чуть-чуть по-другому. Поэтому просто смотреть со стороны и оценивать их как артистов
это, наверное, чуть-чуть сложнее для меня, потому что мы часто бываем за одним столом, мы кушаем, пьем, мы делимся своими творческими идеями, мы даем друг другу ценные советы. Причем, поверьте, тут возраст вообще не показатель. Иногда такие ценные советы получаешь от совсем молодых ребят, поэтому я их ценю как друзей, не просто как творческих людей. Каждый из них занимает свое какое-то место и в сердце, и в разуме, и в душе, с каждым из них сталкиваешься. Но поверьте, что бы ни происходило, это радует. Радует, когда они твои, когда они абазины, когда они разговаривают и поют на твоем языке. Это очень радует. Вот интересуются наши зрители, играете ли вы современную музыку, если да, то какую? И просят сыграть, конечно же. Ну, гармошка весьма старинный инструмент. Что именно подразумевается под современной музыкой? Эстрадную музыку на таком инструменте играть почти невозможно. А если даже сыграешь, то есть она не звучит. То есть на ней нужно играть именно те вещи, которые росли вместе с инструментом, рождались вместе с ним или рождались на этом инструменте. Поэтому, скорее всего, от эстрады современной я чуть дальше. И я предпочитаю все-таки старая, адыгская, базинская, даже русская народная, но с современной музыкой, наверное, нет, к сожалению. А классика? Наверняка вы учились на классических произведениях, как в классической школе, или все-таки обучение игре на национальной гармошке отличается? Конечно, отличается обучение игры на национальной гармошке, конечно. Здесь все в основном строится на струнах души, на том, что ты чувствуешь, и на слух. Поэтому это совсем другой инструмент. То есть классических произведений вы не играли? Нет, конечно. Нет, я актриса. Я училась актерскому мастерству, я вокалу училась у педагогов, а гармошка – это вообще дар Бога. Помимо кружка, в который я ходила, я нигде не училась игре на инструменте, поэтому ничем не могу, я даже не знаю, как это. Это как-то вот ты слышишь, ты чувствуешь и ты играешь. Что касается инструмента, это все-таки половина артиста, да, в вашем случае, если вы себя не представляете без гармошки. По поводу вашего инструмента расскажите, как давно у вас этот инструмент? Этому инструменту 15 лет. И он везде и всегда вместе с вами. Он живет вместе с нами, он ездит, летает, он посещает разные города республики, разные республики. Все как положено, это такой гастрольный инструмент. Мы его заказывали в Осетии, заказывали у мастера, ждали полгода, пока нам его изготовят. Ну, естественно, в течение полугода ты постоянно ездишь, примеряешься. То есть по индивидуальным размерам изготавливается гармошка? Не все инструменты. Ну, тут уже желание самого артиста. Нам нужен был инструмент, мне нужен был инструмент именно с таким звуком, бархатным, мягким, который не режет ухо. Мне нужен был инструмент, под который комфортно петь, поэтому... Как дорого обходится артисту вот хороший качественный инструмент, вот в вашем случае? Может быть, это не конкретная сумма, но эквивалент, может быть, средний автомобиль? Ну, я вот сейчас мысль проскользнула, вот как мужчины ухаживают за своей машиной, ровно так же. Это такой же инструмент, за которым определенная температура, то есть хранить при нужных условиях. Естественно, под дождь, под снег, под влагу нельзя, на холодное ставить нельзя, то есть куча тонкостей ухода за инструментом. И, естественно, периодически надо приводить его в порядок, как и любой инструмент. А скажите, в вашем доме, как у ваших родителей, есть кунацкая, есть особое место для инструмента? Ну, я живу в трехкомнатной квартире и с 5 детьми. Иметь кунацкую – это уже, к сожалению, за пределами роскоши. Поэтому, но в моем доме есть избранное место для инструмента. Это определенное кресло с салфеточкой, все как положено. Детям доступ закрыт? Детям не закрыт, но дети у меня уже достаточно взрослые и понимают, что это хлеб, что это инструмент, что надо уважать, что надо ценить. Поэтому отношения в моем доме, естественно, измальства воспитываешь это в детях, поэтому отношения вот почтительное такое. Кто-то из ваших детей пошел по вашим стопам? Естественно, мой сын играет на дауле весьма... Недурно. Удачно, так успешно, так начинает первые шаги, очень радуют. Мальчики, один из мальчиков играет на гармошке, но, наверное, должно прийти время. Для мальчиков чуть-чуть сложнее к этому прийти. Это все-таки почему-то у нас считают женским инструментом. Мальчику чуть-чуть
ну, сейчас он увлечен футболом, все такое, но я думаю, что придет время, и когда вырастет душа, он все-таки придет к этому. Младшая дочь очень творческая натура сама по себе, очень такой ребенок яркий, поющий, танцующий, везде участвующий. То есть скучно не бывает. Ну, девочка средняя, она более сдержана, она у нас будущий педагог, учится в педагогической колледже. Ну, тоже девочка поющая, творческая, но выбрала себе другую дорогу жизни. Ну, в принципе, всем детям понемногу досталось вашего Да, творческого конечно, таланта. конечно. Здорово. Выступают ли ваши дети с вами на сцене? Может быть, в этот раз, через несколько дней, мы увидим их на сцене в рамках вашего первого большого сольного концерта? У нас был опыт в одном из конкурсов вот этих абазинских, мы участвовали как семейный ансамбль. Это был первый шаг, но дальше развиваться у нас, к большому сожалению, на тот момент возможности не было, но каждый сам по себе индивидуально не развиваются, растут, какие-то таланты в них раскрываются, но девочка младшая очень часто участвует, но в этом концерте нет. Пока не рискуете, это большой экзамен для вас самой. Скажите, что касается репертуара, вы сказали, что вы все-таки далеки от эстрады, вы все-таки любите больше те песни, которые написаны душой для души. Да. Что касается пополнения репертуара, как это происходит, насколько это сложно и где черпать источники, где источники вот этих песен? Не столько, наверное, черпать, сколько они приходят сами. Каждая песня в жизни связана с какими-то ситуациями, и ты понимаешь, что тебе ее надо спеть. Например, в новой программе есть песенка Аслана Алиевича Даурова «Увези». Его родная сестра Майя Алиевна была моя классная руководительница. И я знаю, что она очень сильно любит эту песню. Я обязательно об этом скажу на сцене, обязательно ее спою. Я очень хочу порадовать свою учительницу. Я знаю, что для нее, для ее души это очень важная песня. Я ее люблю только потому, что ее любит она. Есть абазинская песня, тоже такая шутливая, не будем раскрывать всех карт, которую тоже очень сильно любит один из наших близких друзей. Он настолько ее любит, что он готов ее слушать 20 раз за один вечер. Поэтому каждая песня несет с собой что-то. Из адыгских песен ты где-то что-то услышал, она запала тебе в душу, ты потом ищешь. Есть песня, которую я собрала по крупицам, адыгская песня. А есть песня, которую мы написали за 2 часа. То есть песни сами приходят, Они сами находят вас? Да, они приходят, они набираются сами. Есть авторские песни, естественно, ты записываешь авторские песни, потому что ты хочешь, чтобы они жили, приходили в жизнь. А есть у нас вот именно в этом проекте есть песня. Я зашла на студию звукозаписи, звукооператор набрал что-то на клавиатуре. Я сказала, ну-ка сыграй еще раз. Он сыграл еще раз. Через 15 минут он мне сделал фон. Я забрала этот фон, пришла домой, через 2 часа позвонила и сказала, текст готов. То есть песни, которые рождаются, вот действительно, вот это я называю порывом души. Такие песни, которые рождаются там глубоко в душе, не потому, что тебе заказали и надо написать про эту песню, а потому, что в этот момент было такое стечение душевных сил, обстоятельств, я не знаю, чем это, что, откуда это приходит, но именно в этот момент оно рождается, и вот такие песни, они живут. Ну что ж, в завершении нашей программы я попрошу подобрать еще один небольшой отрывок. Пока вы будете думать, чем вы нас порадуете в завершении программы, я хочу напомнить, что сегодня у нас на программе «Студия ФМ» была заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики Аминат Напшева. Мы приглашаем всех любителей ее творчества, всех тех, кто еще, может быть, не знаком с ее творчеством, на первый большой, важный для Аминат сольный концерт, который пройдет 25 ноября в Драматическом театре в городе Черкесске. Начало в 19 часов. Ну что ж, Аминат, будем надеяться, что все получится. Пусть это будет далеко не последний ваш концерт. Ну и в завершении программы маленький кусочек от вашей души нашим зрителям. Есть на земле гордый, красивый край родной, город и Кавказ, небо любуется тобой. Сердце мое, только твое навсегда, ярко гори, ведь на земле ты звезда. Ора-да-да, ора-да-да-да, ора-да-да, ора-да-да-да.
Кавказ, ты в высоте своих вершин, 1000 лет так же красивый и так любим, как никого время не тронуло тебя, и никогда пусть не покажется беда. Ура-да-да, ура-да-рай-да-да, ура-да-да, ура-да-рай-да-да, ура-да-рай-да, ура-да. Пусть навсегда мир воцарится на земле, и никогда места, чтобы не было войне, и детский смех звонким ручеем пусть звучит, доброй душой будет Кавказ знаменит. Ура-да-да, ура-да-рай-да-да, ура-да-да, ура-да-рай-да-да, ура-да-рай-да, Браво! Аминат Напшева была сегодня на студии ФМ, но на сегодня эфир завершен. Хороших всем новостей и песен. Всего доброго, до свидания.